В лес ехал, грибы сажать. Посадку грибов пришлось отложить. До леса не дал доехать водитель Hyundai Solaris, который врезался в Nissan сзади. Несся вообще так, я не знаю. Здесь где-то ограничение 80. Ну, ехал 70. Вдруг бабах! Я аж охренел. Водитель Nissan уверяет, легковушка ехала гораздо быстрее 100 км в час. К тому же, говорит, водитель легковушки, видимо, перестраивался с одной полосы на другую. В зеркала смотрел буквально перед самой аварией. Машин сзади не было. После мощного импульса остановиться кроссовер смог только в метрах 70 от места столкновения. Hyundai чуть раньше. От удара легковушка потеряла способность передвигаться своим ходом. Ее водитель вины не отрицает, признает, что ехал быстро. Какая скорость была? 100 тонн. Не пострадали ничего? 90. Люди в аварии не пострадали. Автомобиль арендован. Водитель легковушки говорит, машина полностью застрахована. И по поводу ее ремонта не переживает. И хотя с первого взгляда и не скажешь, что Hyundai так разбилась от удара о Nissan, повреждение показывает владелец кроссовера. У него очень серьезное. Дверь надо менять. Видите? Все зад менять. Вон ушел как вниз. Он вот должен вот стоять. Это вот все надо вырезать и по новой зад. Глушитель вон весь оторванный. Сумма, в которую выльется ремонт, назвать сходу затрудняется, но сильно сомневается, что 400 тысяч рублей максимальной суммы выплат по ОСАГО хватит для восстановления его автомобиля. У меня предыдущая машина была. На двери небольшая царапина была. Где-то 48 тысяч дверь меняли. Это дверь только меняли, а тут вот это надо все выправлять. Что делать, если вдруг ремонт будет дороже страхового покрытия, пока не думал. В самых ближайших планах было все же доехать до леса и посеять на выбранной поляне белые грибы, чтобы на следующий год не бродить по лесам в их поисках. Споры для посадки приготовил заранее. Алсу Ахмедзянова, Наиля Абдуллин, вызов 112.